она у нас замуж собралась выходить. Правда ведь, Ёвушка? Ну, как тебе сказать, собралась-то? Ты считаешь, я еще думаю, за кого именно замуж выходить? Ну, расскажи мне как подруге, расскажи. Ну, что тебе рассказать? Ты видела, я уже немножко пританцовываю. Это я готовлюсь к свадебному танцу. Вот посмотрит жених и просто с ума сойдет от счастья. Ой, какая ты молодец, уже к свадебному танцу готовишься. Ёвушка, а что-то ты умеешь делать по хозяйству? Семейная жизнь, она ведь такая, одними танцами не обойдешься. Ой, ну как тебе сказать? Вот смотри, богатыря жарить умею. Пауки, да, гусеницы там всякие сами заползают. Так, вода с крыши капает, бывает теплая. Ну и все, прокормлю мужика. Ну, понятно все с тобой. А за кого ты собралась-то выходить? Если за Кощея, то это сойдет. Ну, а если позавиднее жениха нашла, то это уже нужно со мной подготовку специальную пройти. Ой, это такая секрет. Ага. Знаешь ли, я дам такая с секретиком. Ну, это замечательно. Ну что ж, Ёмушка, я, конечно, еще не знаю, кто твой жених. Мы это потом узнаем. Ну, чтобы не оплошаться перед ним, давай-ка все-таки я тебя подготовлю к семейной жизни. Покажу, так сказать, парочку приемчиков. Это она меня готовить собралась. Я, значит, ее старше на пару сотенок. А она тут из себя главную хозяюшку вырисовывает. Ну не обижайся, Ёмушка. Ты смотри, какой добротный у меня дом. Чистота, порядок, уют, все всегда приготовлено. Тебе же просто все некогда заниматься хозяйством. Ты у нас красавица. Ходишь по лесным балам. Ой, ну да, ну да. Ну ладно, покажи, что там у тебя в арсенале есть. Ну, не помешает, да ведь? Давай тогда пробовать. Так как ты у нас красотка, статная, прямая. Ну-ка покажись мне еще раз. Может, второй-то растет, но... Так, горшочком немножко прибьем потом. Ёмушка, ты говоришь, что у тебя вода капает, да? А если нет дождя и у тебя вода не будет капать, тебе же надо будет к озеру ходить. Мужичок сам добежит до озера, с озера попьет. А если он у тебя на охоте в лесу, а обед нужно срочно приготовить? Ёмушка, я тебе покажу, как воду нужно носить. Смотри-ка. Тут у меня для тебя есть коромысло. Стой, подожди. Ведра бери пластиковые. Тяжелее я не осилю. Ой, ну хорошо, Ёмушка, хорошо. Железные не буду. Берем современные. Так, берешь, значит, коромысло. Ногой будет карман. Так, аккуратненько поднимаешь, только очень аккуратно. Спинку держишь ровно, красиво. Так, водичку набрала. Ручки вот так плавненько. Придерживаешь ведра и пошла, пошла красиво. Спинка прямая. Носочки красиво идут. Смотри, смотри, как я хорошо умею. Это вы на нее посмотрите. Если я так по лесу пойду, это же еще придется женихов понабирать. Я ж потом целый гарем заведу. Или себе и обед наберешь, да ведь, Ёма? Да. Ну что, будешь пробовать? Ну давай. Тебе помочь или сама? Ай, я даже не знаю, с какой стороны подойти. Это дело для меня новое. Ручки вот сюда. Подальше, подальше. Придерживай ведра. Молодец! Пошла, пошла! Ну, как тебе сказать? До озера в одну сторону дойду, а обратно пусть мужики несут. Какая сообразительная. Так, а вот смотри, я же еще спортсменка, сейчас я как покажу, как с коромыслом тазобедренный сустав качать. Осторожно, осторожно, Ёма, осторожно. У тебя же опять что-то хрустнет, что-то отойдет у тебя. Подожди, все это увидят и полюбятся с первого Раз. взгляда. Он жених твой придет,
дойдешь, а потом водички наберешь и тебе помогут. Ёмушка, а варить-то ты умеешь? Там щи, кашу на утро. Какие щи, какую кашу? У тебя печка дома тоже есть. Большая, красивая. Или ты только своих тараканов жуешь? Богатырей? Богатырей! Конечно. А сейчас я тебя научу, как ставить чугунок в печку, чтобы с утра сварить кашку. На обед сварить там картошечку или супчик какой-нибудь, а на вечер, может быть, рыбку покойней. Посмотрите-ка. Покоя не дает. Ёмушка, я же тебе добра желаю, ты у нас все-таки замуж собираешься. Ну давай, не показывай, я сейчас сама все сделаю. Так, давай лучше я тебе покажу. Берешь ухват, на коне будет укват. Да покрепче. Берешь свой чугуночек, поднимаешь и аккуратненько ставишь в печку. Вот видишь, ничего сложного. Аккуратненько вытаскиваешь ухват и ставишь рядом с печкой. Красота! А теперь сама попробуй. А потом ты будешь ко мне приходить и кашу мне варить. Ну, это как попросишь. Так. Хорошо. Давай. Это ж еще спортивные такие изыски. Молодец! У тебя так здорово все получается. Вот видите, какая она красавица, спортсменка. И поприседала с коромыслом, и руки накачала с ухвата. Молодец. Ну, как тебе? Ой, ну как тебе сказать? Я тебе, конечно, показала, но это должен делать мужчина. Они же лучшие повара. А что, интересно, ты будешь делать, когда выйдешь замуж? Песни, что ли, петь? Песни петь, танцевать, к тебе в гости ходить. А мужик пускай работает. Вот ты думаешь, я зря, что ли, замуж хочу? Ну, это хорошо, молодец. Но если у тебя что-то не будет получаться, то зови меня. Всегда помогу. Ой, ты меня тут так напрягаешь. Надо мне вот сейчас поправиться. То пойду домой, вдруг кого встречу. Сходи. Друзья, а совсем скоро, в следующей серии, мы познакомимся с тем, за кого же выйдет замуж наша Ёмушка. Мне самой очень интересно. Будьте вместе с нами и узнайте, кто жених Ёмы. Мы для него тоже подготовили испытания. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.